Презентация новых, изученных в контексте исследования картлийской летописи исторических фактов, работал над которыми Денис Чачхалия, по словам автора, назрела давно. Более того, за этим исследованием ревностно следят за пределами нашей страны, подчеркивает Чачхалия. Наше самопознание раньше основывалось прежде на том, что вырабатывалось в Тифлисе. И его нам, можно сказать, со всеми остальными директивами нам спускали. Вот вы автономия, вот вам, да, вот вам приличествует вот такая история. И вот мы внутри вот этой как его, общества с ограниченной ответственностью, вот мы в ней и жили. Но сегодня время поменялось. Не только потому, что мы получили возможности говорить о себе то, что раньше мы не могли себе позволить. Нет, открылись, очень условно это слово я называю, говорю, открылись, потому что они существовали всегда. Летописи грузинские, которые они называли очень смело грузинскими, мы проверили, они оказались абхазскими по существу своему. По мнению Дениса Чачхалия, совершенно объективные факты умело перевирались грузинскими учеными. Тут мастера пера сыграли на опережение, и хоть картлийская летопись создана на грузинском языке, повествуется в ней преимущественно об абхазских царях, войнах, завоеваниях. Они написаны на грузинском языке, но то, о чем они говорят, события и персонажи, это все абхазские цари. Это все абхазские войны, это расширение абхазского царства и так далее и тому подобное, которые очень умело в свое время комментаторы грузинской школы преподнесли не только нам, а всему миру, как достояние вот грузинского народа. Вместе с тем, отмечает автор, в стиле трактовки информации грузинскими историками пострадала не только абхазская часть медиевистики. Не меньше, может быть, было отнято у армянской истории, не меньше было отнято из истории Кавказской Албании и так далее и тому подобное. И вот на всем вот этом и выросло то, что мы уже читаем и видим в энциклопедиях и в других авторитетнейших изданиях, как грузинская культура, грузинская государственность и так далее. Сейчас начинается новая эпоха переосмысления вот этого всего материала, и в принципе я вот делаю, можно сказать, вот такую презентацию. Существующий подход к полному принятию содержания грузинских исторических сборников и энциклопедий пора ломать, считает Денис Чачхалия. Все потому, что это не догма, а умелая игра фактами в свою пользу. Однако сегодня, когда есть доступ к первоисточнику, когда все больше ученых изучают летопись Картли, возникают новые вопросы. Люди уже, в смысле, это уже не скроешь, это уже видят и русские историки, современные, которые только сейчас приоткрывают для себя вообще историю Кавказа, но они сразу замечают и пишут, есть такие авторы современные, Касауров и Виноградов. Вот они задались вопросом, почему в летописи Картли от начала и до конца описываются только жизнь абхазских царей, их деяния, а если что-то где-то и встречаются, например, картлийцы, только это в эпизодах и в очень небольших эпизодах. И к тому же вот само название летописи Картли, оно условное. Эта летопись была без названия вообще. Ему дали название, ну так, относительно, можно сказать, современные грузинские ученые, когда дело дошло до того, что нужно это уже издавать, и надо как-то назвать, они решили, что давайте мы назовем это летопись Картли. На презентацию были приглашены ученые, историки, общественные деятели. По итогам выступления Чачхалия завязалась дискуссия, продолжавшаяся около часа. Приглашенные благодарили автора за труд, отмечая его важность и своевременность. Он изучил скрупулезно, досконально, сделал сравнительный анализ, изучил на разных языках. И в этой брошюре эта летопись, как вы заметили, дана на нескольких языках. На абхазском, на русском, на грузинском. И тот, кто
захочет глубоко вникнуть и изучить этот материал, у него есть прекрасная возможность понять, сколько было внесено искажений в нашу историю. Летопись – это один из основных документов. И он там буквально и показывает, и комментирует, где, как, какие названия, какие факты были грубо искажены в угоду политике. И это использовалось против Абхазии на протяжении многих столетий. И сейчас эта политика, она, некоторые, может быть, думают, что она не актуальна. Как не актуальна? Мы строим независимое государство. Летописи, которые изучал Денис Чачхалия, давно изданы и находятся во всеобщем доступе на языке оригинала. Вот только прокомментированы они неверно, подчеркивает автор презентации. И теперь, по его словам, дело за учеными, и не только абхазскими. А нам уже давно пора работать над созданием Института Абхазского царства, воспитывать ученых-медиевистов, которые доподлинно разберутся в столь малоизученных вопросах средневековой абхазской религии, архитектуры, искусства. Илана Казамба, Георгий Кутарба, Абаза ТВ.